Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба. С ним подробнее будем говорить о том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в борьбе с наркоманией. Даур Федорович сегодня у нас в студии. Приветствую вас. Здравствуйте. Тема сложная, серьезная, важная для нашей страны. И вы выступили с предложением создать централизованный орган для борьбы с наркоманией. А разве нет координации между силовыми структурами? Почему необходимость в создании вот такого дополнительного органа? Наше предложение было связано с тем, что в основном по борьбе с наркоманией занимается управление по незаконному обороту наркотиков при МВД Республики. Хотя должны заниматься помимо этого и таможенные органы, то есть пресекать контрабанду наркотиков, в основном, которые поступают из Российской Федерации, и, соответственно, другие службы. Служба госбезопасности, прокуратура, суды. То есть наше предложение было связано с тем, что единый координационный центр будет обмениваться соответствующей информацией оперативной, которая зачастую держится в тайне, и благодаря этому будет повышена раскрываемость и, соответственно, будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, мы ловим только, как правило, распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации и тщательно маскируются. Именно с этим, для того, чтобы объединить. Координация в настоящее время, последние 2 года, она улучшилась, но все-таки мы считаем, что необходим какой-то определенный центр, в котором будет стекаться вся информация о этих личностях, о каналах, о способах. Сейчас технически развивается, и дроны появляются, и коптеры. То есть методы совершенствуются, и нам тоже надо подстраиваться под эти технологии. По поводу границы, одной из причин вы назвали, в том числе на этом совещании, слабо укрепленные границы, как фактор, способствующий распространению наркотиков в Абхазии. Вроде бы граница, протяженность этой границы, люди же перевозят наркотики, переходят через границу. Это узкая полоса небольшая. Почему сложно ее контролировать? Людям до конца непонятно, в чем сложность. Сложность заключается в том, что, как правило, наркокурьеры используют летнее время для ввоза больших партий, тогда, когда большое идет количество людей. По данным таможни, в пиковое время пересекает более 30 тысяч человек, и каждого из них досмотреть это практически невозможно, это приведет к гигантским очередям. Поэтому мы предложили на данном координационном совещании технически оснастить полностью камерами видеонаблюдения и специальными приборами, которые бы могли просвечивать этот багаж. К сожалению, у нас на границе такого оборудования сейчас нету. И чтобы исключить возможность, в кавычках, нахождения наркотиков на территории пограничной зоны, то есть чтобы преступники используют этот момент, что не снимается их деятельность, и они говорят, что мы нашли наркотики в зоне duty-free, что исключает уже ввоз, получается, нахождение. И меньшая ответственность. Поэтому с целью пресечь мы предложили разработать специальный план, по которому этот участок границы от середины моста до таможенной зоны, он не длительный, 200 метров, спокойно можно перекрыть его камерами и, соответственно, тем самым убрать все вопросы о том, где этот наркотик был найден и когда был поднят. Потому что если мы перекроем канал границы, то, соответственно, у нас останется только растительный наркотик. Слава богу, на моей практике мы еще ни одну лабораторию здесь не нашли, где производился этот наркотик. Как правило, у нас растительный выращивается на месте, это марихуана, мак, а метадон, кокаин, героин, это все завозится с территории Российской Федерации. По поводу камер не совсем понятно, в чем сложность, потому что сейчас обычные люди, как мы, с вами в подъездах могут камеры устанавливать и наблюдать круглосуточно за тем, что происходит. Камеры стоят на границе, но ни одна видеозапись, к сожалению, не попадает на материалы уголовного дела, поэтому может, это камеры ведомственные, может быть, это таможни, может быть, пограничников, мы не знаем. Поэтому мы предлагаем поставить камеры, которые бы получал бы доступ орган расследования и мог изымать... То есть вы это видео использовать не можете? Мы это видео не получаем в дела. То есть мы получаем оперативную информацию, но сами видеоматериалы о том, как этот человек переходил границу, в делах, как правило, нету. Хорошо. Тут, конечно, возникает вопрос, вы же можете запросить у таможенных органов, попросить эти материалы и приобщить это к делу. Да, но, как правило, уже дело, когда в суде находится, срок хранения записей там ограничен, и, соответственно, получить эти записи иногда к моменту уже вынесения приговора уже сложно.
Орган расследования должен тоже запрашивать эту информацию, но в материалах, первичных материалах этих записей нет. Есть акты личного досмотра, есть видеозаписи изъятия непосредственно у лица наркотического средства. А вот оперативная информация, как он заходил сюда, переходил, вот, к сожалению, она... Поэтому и были такие предложения, чтобы дополнить эти оперативные материалы и еще и подкрепить техническими средствами. Вот помимо технических возможностей, вы говорите, что их у нас сейчас нет, но есть же специально обученные собаки, которые могут искать наркотики. Вот почему бы, мне кажется, это такой легкий способ, который можно было бы у нас сейчас использовать. Да, в моем докладе тоже было указано о том, что необходимо рассмотреть вопрос о создании кинологической службы совместно с пограничной и таможенной службой. Но председатель этих ведомств сообщили, что ранее была такая практика, и очень затратный данный момент, потому что собака работает около часа, больше она, после этого длительно необходимо отдыхать. Она слушается только одного человека, который с ней руководит, поэтому, чтобы суточно создать смену, нужно иметь... 24. Да, не 24, как бы она отдыхает, и, собак 5, 6, 7, она, которая будет работать круглосуточно. Это их необходимо содержать, их необходимо вольеры. Ну и как бы даже когда эта служба была, со слов таможенных органов, особой эффективности она не приносила, потому что, либо люди знали, что есть собака, и не заходили. То есть единичные случаи, когда собака что-то находила. Поэтому... здорово же, если не заходили, знали бы, что есть такой контроль, это что же выход из ситуации? Но сейчас как находят курьеров? Скорее всего, речь идет о курьерах. Вы сами говорили, что пока крупных организаторов этого бизнеса поймать не удается. В данном случае, исходя из материалов уголовных дел, у нас прослеживается, что у оперативных служб есть либо информаторы, либо оперативная информация, источники, которые не раскрываются. Соответственно, они знают время, они знают фамилию курьера и как он выглядит, зачастую есть фотографии, и, соответственно, его встречают. Вот именно такого, чтобы выдергивали с толпы, человек там подозрительно выглядит, такого нету. Ранее тоже, в предыдущие годы, таможенная служба практически не было. Единичные случаи были, когда они задерживали контрабанду. После того, как они наладили взаимодействие с МВД, по цифрам таможни, 18 случаев контрабанды было пресечено. 4 из этих случаев были совместно с МВД. Что, конечно, очень радует, что таможенная служба тоже подключилась к этому, и изымаются крупные партии наркотических средств уже непосредственно на границе. Одной из проблем вы тоже назвали, подчеркнули, подтолкнули к этой мысли, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе управления государством. То есть то, что вы отметили вообще этот пункт, говорит о том, что такая проблема в стране существует. Я лично таких случаев не знаю, но хотелось бы, во-первых, в первую очередь, такая проверка повысит авторитет ведомства в лице народа. То есть если мы будем ежегодно, полугода, раз в полгода будем проходить соответствующую медицинское обследование, по результатам скажут, что в системе такого-то, такого-то нету наркоманов, то это повысит уровень нашего престижа. Но, к сожалению, я работаю с 2000 года, я ни разу не проходил такого рода проверки, хотя готов в любое время дня и ночи это сделать. И это, я не говорю, что у нас есть наркоманы, но, к сожалению, исходя из общих слухов, я не могу исключить такой возможности, что в правоохранительной системе есть сотрудники, которые балуются, употребляют, либо чем-то... Вообще удивительно, когда ты устраиваешься на работу в силовые ведомства, ты должен предоставить справку о том, что ты не состоишь на учете в наркодиспансере, и в психиатрической больнице берешь. А потом же человек может пристраститься. Почему не проверяют, особенно в силовых ведомствах? Мы при принятии на работу, затребуем такие справки, но в последующем... То есть такой обязательной процедуры нету. Только на выборных должностях, когда человек выдвигается в депутаты, в президенты, вице-президенты и так далее, на выборных должностях, соответственно, они обязательно должны пройти этот тест. Мы предлагаем, и сейчас, насколько мне известно, в МВД было закуплено соответствующее оборудование, и надеюсь, что в ближайшее время такого рода проверки станут систематическими. Поэтому я считаю, что человек, который борется с преступностью, не может быть сам частью этой преступности. Поэтому наше предложение было в таком, чтобы эти проверки были регулярными, не только в милиции и прокуратуре, но и во всех государственных, которые принимают
жизненно важное решение для нашей республики. Это как бы... А какая ответственность, на ваш взгляд, должна быть в отношении тех, кто, допустим, примут такие законы, такие будут обязательства, если все-таки кого-то уличат в том, что он употребляет наркотики? А не имеет никакой разницы, кем это лицо было. Нужна ли какая-то дополнительная ответственность будет у людей? Уголовная ответственность, соответственно, с правом запрета занимать определенные должности, со штрафными санкциями. В зависимости от размера будет и уголовная ответственность в соответствующей части. Поэтому никакого иммунитета здесь нету ни у сотрудников МВД и прокуратуры. У нас, к сожалению, есть уголовные дела, где были в качестве подозреваемых и сотрудники милиции. Поэтому как бы здесь никакого нету никакой защиты. Только... Разграничения делать не стоит между обычными гражданами? Нет, абсолютно. Я считаю, что никакая разница, если человек наркоман и распространяет наркотики, особенно если распространяет наркотики, абсолютно мне без разницы, в какой он погонах, каких он должностях. И учитывается только состояние здоровья, признание вины, его заслуги перед обществом, а все остальное это вторично. Обычным людям, мне кажется, наоборот, ответственность больше лежит на тех, у кого есть какой административный ресурс. Они же могут использовать и свои какие-то рабочие связи для решения, для распространения наркотиков, для решения своих задач. Поэтому со стороны кажется, что ответственность все-таки должна быть больше. Естественно, там идет речь и об увольнении, идет речь об отстранении от должности на период расследования, о запрете права занимать определенные должности. То есть мы, привлекая и осуждая этого человека после вступления приговора в законную силу, человек, получается, уже имеет определенный билет, по которому он не сможет вернуться в правоохранительную систему и вынужден будет заниматься обычной жизнью. То есть он уже не сможет влиять на общество и, соответственно, по поводу распространителей наркотиков. Проблема с женщинами, которые распространяют наркотики в Абхазии, это неоднократно этот вопрос возникал. Особенно женщины с детьми, им часто дают отсрочку наказания до взросления детей, до совершеннолетия детей, а через 10-14 лет что будет, можно и другую меру как-то обратиться в суд, и, в общем, она может не понести должного наказания. Что с этим делать? Ведь это серьезная проблема. Наркокурьеры, дилеры, они тоже понимают, что с женщин спрос меньше. Они ошибаются, так как законодателем предусмотрен запрет на применение отсрочки в отношении лиц, которые распространяли либо возили наркотики в крупном и особо крупном размере. Соответственно, у нас в МВД в определенном изоляторе содержится очень большое количество людей, в том числе и женского пола, которые распространяли наркотики, и на них не распространяется отсрочка. С малолетними детьми? Единственный случай, который у нас был, она была на 7 или на 8 месяце, соответственно, в период этого родила. Там был исключительный случай, когда предоставили отсрочку, потому что, к сожалению, у нас, или к счастью, может быть, у нас в СИЗО нету родильных палат, где можно ребенку там не место. И в этом случае Верховный суд принял решение об применении отсрочки до родов и, соответственно, до определенного возраста ребенка, потому что невозможно содержать грудного ребенка в камерах, где содержатся по 5, 7, 10 женщин, никотин и тому подобное. Не очень условия для взросления. Да, понятно, но спустя время мы не знаем потом, какие условия будут. Может быть, где-то законодательная база изменится. Все-таки человек должен нести наказание за свои поступки. Да, я согласен полностью, но у нас большая проблема и в условиях содержания. У нас все преступники, вне зависимости от того, что они совершили, будь то неосторожное преступление, будь то умышленное преступление, маньяки, убийцы, все содержатся в одинаковых условиях. В связи с этим принят закон о временном порядке сроков лишения свободы, и их срок делится от определенной градации. Там некоторые сидят 1 к 2, некоторые 2 к 3, и, соответственно, режим один и тот же, то есть условия одни и те же у всех. Поэтому и президентом ставился вопрос о том, что необходимо построить пенитенциарную систему, тюрьму, где будут созданы разные условия для лиц, которые по-разному совершили преступления. Для неосторожных это будут колонии поселения с правом выезда, для женщин отдельные колонии.
где они могут быть трудоустроены и приносить какую-то пользу и государству, в том числе, работая на каких-то станках, и в том числе и самому себе, так как часть этой выручки будет поступать на их личный счет. Так было в советское время. Мы пережили этот исправительно-трудовые колонии. Сейчас просто у нас исправительная колония, где человек не занимается трудом, а получается, бывает в местах лишения свободы, не принося никакую пользу. Как вы считаете, отсутствие такой соответствующей системы, как влияет в целом на правоохранительную систему? Влияет только в том плане, что лица, которые находятся в тюрьме и осуждены на длительные сроки, выходят гораздо раньше, чем должны были бы выйти и понести соответствующее наказание. Мы назначаем людям 15-20 лет, а по факту в связи с этим законом люди выходят наполовину раньше, на 2/3 раньше этого срока. И в некоторых случаях, в отношении некоторых личностей, я считаю, что цели наказания не достигнуты. То есть люди выходят наоборот, набравшись большего авторитета, большего криминального опыта, и уже будучи матерыми преступниками, вновь совершают преступления. И благо, что повысились результаты раскрываемости в части многих тяжких преступлений. У нас практически в некоторых случаях 100% раскрываемость, что не может тоже также не радовать. Это отдельная похвала и МВД, и СГБ республики, которые предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы раскрыть тяжкие, особо тяжкие преступления. Раньше цифры были гораздо хуже в части раскрываемости, приостановленные дела были. Сейчас картина намного лучше. Несколько лет назад наши парламентарии пошли на такой шаг, на ужесточение законодательства, вплоть до пожизненных сроков за сбыт наркотиков, за распространение, сбыт в особо крупном размере. Мораторий на смертную казнь у нас действует, поэтому пожизненный срок. Был один, насколько я помню, случай, да, и то потом изменили ему меру пресечения. Все-таки дало эффект? Кому-нибудь назначали после Мамедова пожизненный срок? Если мое личное мнение хотите услышать, никакого эффекта это не принесло. Цифры растут. В основном это из-за того, что лица, которые уже задержаны на территории Республики Абхазия, они просто не знали об ответственности, о том, что за такое... То есть мы говорим о том, что необходимо поставить помимо рекламы, сотовых компаний и других реклам, необходимо делать и социальную рекламу, в том числе и на радио, и на телевидении, и на плакатах. Да, говорить об ответственности, что за пересечение границы, ввоз наркотиков в таком-то размере предусмотрено там. Может быть, мы отсечем 10%, люди развернутся и уйдут. То есть тоже будет принесен определенный эффект. Данное ужесточение, оно единственное позитивное, которое оно принесло, что с 2019 года люди не могут выйти досрочно. Это очень хорошо, что люди понесут полную ответственность за содеянное. А в части того, что стали меньше носить, нет. У вас цифры, вы сказали, что цифры показывают, что не дало эффекта. И можете данные? Да, у нас если смотреть за 2022 год, где мы проводили соответствующее обобщение, из рассмотренных с 400 дел, в общем, 34% это дела по наркотикам. То есть треть всех уголовных дел, более 170 дел, это дела о незаконном обороте, ввозе, сбыте, посеве, хранении наркотических средств. И что касается пожизненных сроков, были 2 приговора, не один, это в отношении Мамедова и в отношении Буриева. Что касается Мамедова, тогда нормативно-правовая база УК позволяла применять пожизненное лишение, а УПК ей не соответствовал. Соответственно, приговор был изменен на 15 лет лишения свободы. И недавно буквально мы тоже публиковали информацию, в отношении гражданина Таджикистана было вынесено пожизненное лишение Сухумским городским судом Буриев. Но в суд кассационной инстанции были представлены документы о наличии у него малолетнего ребенка, и данное обстоятельство является смягчающим, и, соответственно, наказание было заменено на 15 лет с крупным штрафом в отношении него. Поэтому в настоящее время пожизненное лишение свободы, никто не отбывает наказание в местах лишения свободы за наркотики. Есть у нас несколько лиц, которые отбывают наказание за тяжкие, особо тяжкие преступления, но по наркотикам ни пожизненных, ни смертной казни у нас нету. Смертная казнь только на исполнение мораторий, но назначать мы ее можем. 15 лет, вы 2 случая назвали, все-таки в итоге сколько они могут отсидеть? Есть ли у них возможность сократить срок по состоянию здоровья?
или по другим причинам? Только по состоянию здоровья, если будет соответствующее медицинское заключение комиссии МВД, что лицо не может содержаться в местах лишения свободы по определенным категориям заболеваний, которые уже утверждены Кабинетом министров, только по этим основаниям в настоящее время возможно освобождение. Других условий, по которым бы освободился человек, ни условно-досрочно, ни заменить его наказание более мягким видом, с 2019 года не предусмотрено. То есть это лица должны совершить преступление с 2019 года. Те, кто осужден был раньше, на них это правило не распространяется. Даур Федорович, а как вы отнеслись к смягчению наказания за употребление каннабиса, которое недавно приняли парламентарии? Считаете ли вы это правильным? Да, я считаю, что необходимо было разграничить потребление и отказ. Это плоскость не уголовного преследования, а плоскость административного права. И 15 суток, то есть человек, когда его задерживали, ему было без разницы либо отказаться, либо и так он получал 15 суток. В данном же случае человек в 5 раз подумает, потому что разница в 5 раз. Если он откажется, он получает 15 суток. Если он дает добро и сдает анализы, он получает 3 суток, но при этом он становится на учет. Мы его регистрируем как лицо, употребляющее наркотическое средство. Соответственно, к нему могут быть подключены медицинские службы, психологи. То есть мы уже знаем, и лицо, в его анкетных данных уже будет информация, что он... А те лица, которые в настоящее время отказываются от прохождения медицинского освидетельствования, они никоим образом не попадают в базу. Они все ссылаются, что по физиологическим особенностям не смогли сдать в тот момент, соответственно, биоматериал. И эти люди у нас вытекают, просто выпадают из поля зрения. Их могут 50 раз привозить, 50 раз они получат соответствующее административное наказание, но как лицо употребляющее мы доказать не можем, потому что нет у нас заключения. Я позитивно отношусь к этому. Более того, там бытовало мнение о том, что надо смягчать в отношении лиц, которые употребляют, которые хранят в небольших количествах прямо. В данном случае я немножко противник этой теории, о том, что при этом в моем докладе мы предложили Кабинету министров, вынесли постановление координационного совещания. Одно из моих предложений было о том, чтобы смягчить ответственность за посев наркотиков. Санкция за посев 5 корней, чтобы зрители понимали, предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы в местах строгого режима, колонии строгого режима. При этом за умышленное убийство от 6 до 12. То есть в данном случае легче убить человека, чем посеять 5 корней. И 5 корней, как правило, это не для распространения. У нас люди инвалиды, бывшие участники войны, имеющие там туберкулез, гепатит. Люди пытаются таким образом снять себе боль. И, по моему мнению, за 5 корней давать 10 лет или 12 лет, а там, где человек убил умышленно и с особой жестокостью убил, давать 6 лет, я считаю неправильно. Даур Федорович, с другой стороны, есть медицинские работники, которые, если у человека испытывает боль из-за каких-то болезней, есть препараты для этого, да, и нет необходимости выращивать коноплю, каннабис. Но не все имеют возможности приобретать эти аппараты. Как правило, эти наркотики выращивают в сельской местности, в деревнях, в заброшенных каких-то участках. Это имеется эффект привыкания, имеется эффект наркотизма, то есть какое-то блаженство получает человек, когда употребляет, забывается. Возможно, от медицинских препаратов такого эффекта нету. Мне сейчас сложно сказать, я ни то, ни другое. В законодательстве нашем вообще есть четкое разделение между хроническими, да, если так можно назвать, наркоманами, которые уже не могут, не в состоянии уже бросить, и теми, кто только-только начинает. Это что же надо разграничивать, если коротко отвечать на этот вопрос? В законодательстве нет такого понятия, как хронический. Мы можем направить лицо на принудительное лечение в рамках его отбывания наказания. То есть назначить ему дополнительный вид обязательств, где он должен пройти обязательное лечение от наркомании, если он зависим. Есть соответствующая экспертиза в деле, мы направляем данное лицо на принудительное лечение в стационар. Даур Федорович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, с начальником судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Дауром Амичем поговорили о борьбе с наркоманией и о том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в этом вопросе. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что